большую роль будет играть так называемое сарафанное радио. Но чтобы это заработало, нам нужны новые... Ну, то есть у нас есть пул постоянных клиентов, которые сюда ходят, а нужен вот приток новых клиентов, которые столкнутся, потому что все, кто сейчас новенькие приходят, которые там через видос нас увидели, на ютубе также, приходят и говорят, блин, здорово, сейчас только к вам будем ходить, потому что это не кичусь я этим, ну действительно у нас цены приемлемые, конкурентные, ну и сервис мы стараемся, еще раз говорю, быстро все обслуживать, поэтому нам есть чем потягаться с другими сервисами. Даже вот эти прямые эфиры, это тоже небольшая, но это конкурентное преимущество, что мы можем пообщаться с аудиторией, с новой или с нашими уже имеющимися клиентами в формате онлайн. По поводу оборудования для тестирования пока не планируется для закупа, потому что, так скажем, 99,9% ремонтов, которые к нам приходят, зачастую редко вот кто-то хочет протестировать так батарею. Потому что в основном, если какая-то есть такая проблема, то есть выявить, что это в батарее проблема, мы можем. А вот какой процентный заряд у нее, как бы, ну, проще там, знаете, поменять батарейку. И проще, конечно же, нам, в плане, чем покупать оборудование за 300 тысяч. Но, тем не менее, и покупать оборудование за 300 тысяч из-за одного клиента в месяц, это как бы, ну, так себе. Конечно же, когда будет клиентский поток реколей, почему нет? Улучшаться и расширяться, это как бы нормально, тогда да. То есть, когда будут финансы на все, почему бы и не обновить оборудование? Поэтому да. Друзья, приветствую всех, кто подключается. Так, ну это же еще откалибровать нужно. Вот тут я вам уже не отвечу на этот вопрос, потому что моя задача более, точнее, менее техническая. Техническая часть больше на мастерах лежит. А моя это коммуникативная, общаться с клиентами, консультировать по стоимости ремонта, по стоимости техники, покупки, продажи аксессуаров и так далее. Тут вот уже про калибровку такие прям нюансы я не смогу ответить. Вот, сегодня три новых подписчика пришло в группу ВКонтакте. Это здорово. Повторяю, что с калибровкой я, честно говорю, не разбираюсь, потому что за это отвечают мастера. Они более узконаправленные специалисты. Моя задача на коммуникации лежит с клиентами, общение, консультирование по поводу продажи, ремонтов и так далее. Конкретно калибровки уже прям такие нюансы я не смогу проконсультировать. Просто я немножко, может, не понял вопроса, что вы подразумеваете под калибровкой батареи. Если вы говорите про то, что на айфонах вот батарейки, когда меняются, там есть с ошибкой и без ошибки, то мы делаем и так, и так. У нас есть программаторы, которые делают таким образом, чтобы iPhone видел, что батарейка нормально стоит и не выдавал ошибку в настройках. Также есть еще, мы можем перепаивать чипы с оригинальной батарейки на ту батарейку, которая меняется, потому что оригинальная уже вышла из строя. И он будет также отображать все нормально.